такое? Добрый день, уважаемые подписчики, друзья канала. Я вчера ночью опубликовал видео, которое называлось «Снайперша. Легенда для Буданова». Честно сказать, это видео нужно было искать, зачитывать, вот, составлять все эти моменты. 2 дня я снова и снова это видео записывал, и каждый раз что-то не получалось, оставался недовольным. Вчера в конце концов выложил, получилось так, что это видео у меня висело. К моему удивлению, по просьбе наших же чеченцев, я это видео писали, просили его удалить. Многие звонили, поэтому я его удалил в этом видео. Я подумал, видео было направлено на то, что появляется там сам, пытается, увидел такую волну, что пытаются как бы его оправдать Буданова в том плане, что он убил там чеченскую снайпершу, но в какой-то момент не рассчитал, там что-то вышло из-под контроля, вспоминая своих убитых товарищей, что он, в общем, такой-сякой, но на самом деле он хороший, он герой. Люди, которые так говорят, одни люди, которые так говорят, это просто ярые нацисты. Я не говорю националисты. Это просто нацисты, которые считают, что можно было убить девушку только лишь потому, что она представляла других людей, другой народ, другую национальность, там, другую сторону, я не знаю. Но огромное количество людей, которые так или иначе поддерживают эту мысль, поддерживают эту идею, связь Дикиат. А, Огромное количество людей, тех же русских даже, которые поддерживают эту идею, наверное, русских в первую очередь, они поддаются той мысли, что вот якобы Буданов был на самом деле каким-то героем, что он действительно убил снайпершу, что вот ему не повезло, что в какой-то момент с ним что-то случилось. Неправда. Я специально просто-напросто взял вчера, зачитал материалы судебного дела. Их зачитывать было очень трудно, потому что там были такие подробности, которые вслух произносить не хотелось. И вот из-за этих самых подробностей наши же соотечественники, чеченцы, попросили меня убрать это видео, потому что это очень трудно. Люди, которые превозносят Буданова, пусть почитают эти материалы. Пусть они просто наберут в поисковике материалы дела по осуждению Буданова, судебные материалы Буданова, или как-то просто наберите. И все сами увидите. Читать это мерзко, слышать это тоже было мерзко. И те, кто пытаются оправдать этого человека каким-либо образом, или просто ярые нацисты, или просто одураченные люди, которые не знают, что на самом деле там происходило. Конечно, я тоже там не был, но есть материалы суда, есть заключение судебно-медицинской экспертизы, есть свидетельства подчиненных Буданова, которые сами все рассказывают. Да, для нас Юсуп Тимирханов, он герой.
потому что он таким образом восстановил справедливость. А Буданов для нас военный преступник, насильник, убийца, подлец и негодяй. Вчерашнее видео мне пришлось убрать. Ну, подумаю, сделаю что-нибудь другое, что было бы не так, э, не так трудно произносить, не так трудно выложить, чтобы люди сами могли сами могли искать информацию. Просто зайдите в поисковик, включите информацию и читайте сами. Материалы судебного дела Буданова, судебные слушания Буданова, прочитайте сами. Я абсолютно далек от той мысли, чтобы проклинать русский народ. Я абсолютно хорошо понимаю, что есть люди хорошие, есть плохие, что плохих и хороших народов не бывает. И очень много, огромное количество русских людей осудили и прокляли самого Буданова. И те, которые появляются, которые берут на себя смелость говорить это на YouTube, говорить это в средства массовой информации, они всего лишь единицы, но те, которые его осуждают и проклинают, их огромное количество. Огромное количество. Поэтому не из тех людей, разные там политтехнологи, которые пытались оправдать Буданова, не из тех людей они делали героев. Если они хотели сделать кого-то героем, показать кого-то героем, то можно было там же посмотреть того же Романа Багреева, подчиненного того же Буданова, старшего лейтенанта Романа Багреева. Почитайте материалы. В этот же самый день этот самый Роман Багреев, старший лейтенант, командир разведроты, отказался стрелять по мирному селу Тангичу боевыми осколочными снарядами. За это Буданов и его начальник штаба Федоров лично очень долго, очень жестоко избивали. Потом посадили его в зиндан, посыпали его хлоркой. Российского офицера, не чеченского, не чеченца. Посыпали его хлоркой. Я даже... Мне неудобно говорить, что они еще с ним и над ним делали. То есть унижали, оскорбляли этого человека как только могли, только лишь за то, что он отказался стрелять осколочными снарядами по мирному селу. В этот же самый день Буданов, закинув гранату в расположение своих же подчиненных, будучи пьяным, чуть не убил 3 офицеров. Если кто-то не понимает, что это было за существо, почитайте материалы судебных слушаний, и все станет понятно. И тогда понятно станет, почему такое отношение к Юсупу Темирханову. И еще скажу одно, я это, возможно, повторю потом, но скажу одну вещь. Говорят, что люди очень удивились, разные политики, разные стратеги, разные эксперты, там, политтехнологи, очень удивились, почему такое отношение было к Темирханову в Чеченской Республике. Очень удивились, почему невероятное количество людей пришли на его похороны, на его поминки. И говорят, что вот чеченцы такие, чеченцы такие, они не забыли. А что мы должны были забыть? А кто в этом мире что-то забыл? Кто вообще что-либо забыл в этом мире? Я сейчас говорю на прямой связи, не хочу снова и снова монтировать. На прямой связи говорить и опасно, и легче. Почему к Юсупу Тимирханову было такое отношение?
Вот в мире есть огромное количество народов, национальностей. У каждого народа есть свой фольклор, свой эпос, есть свои легенды, свои предания. В каждом государстве есть своя литература. В каждом государстве есть своя литература. Есть, опять же, в этой литературе и героический эпос в том числе. Есть мировая литература. Есть искусство, фильмы, наконец. В этой литературе, в этих легендах, преданиях, народном фольклоре, в тех же кинофильмах, которые мы смотрим, очень часто одиночка, который отомстил за поруганную честь, который восстал против чего-то, против несправедливости, который наказал, очень часто ценой собственной жизни. То есть, начиная от народных преданий и легенд, заканчивая мировой литературой, классикой и заканчивая кинематографом, современными фильмами, которые мы все любим смотреть, везде воспевается герой, который восстал против несправедливости. Это во всем мире так. Это не только у чеченцев такое отношение. Во всем мире. Всегда такой человек является героем. Но никогда я не помню, чтобы героем, что в народных былинах, преданиях, легендах, что в мировой литературе, что в кинематографе героем был человек, наделенный властью, который подвергает насилию, убивает 18-летних девушек. Такого героя я нигде не помню. И как какие-то люди могли сделать героя из этого монстра, я не понимаю. Я прошу прощения, у меня сейчас нет настроения читать ваши комментарии, отвечать. Прошу за это прощения. Да, Бахмобился.